أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد دوستان و برادران عزیز الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. Дорогие братья и сестры, просим у Аллаха, чтобы Аллах нас берегал от этих всех колдунов. Часто задаваемые вопросы, часто звонят после скандала, ссоры, после того, как у них никах будет или свадьба. Звонят и говорят то, что вот так как мы поженили их, у них начался недопонимание, то, что жених то ли уходит из дома, то ли невестка как бы не слушается и выходит из дома. Так как я этим занимаюсь, я бы хотел обратиться ко всем тещам, которые берут к себе домой невестку, к своему сыну. Прежде чем засватать своему ребенку, сходите к какому-нибудь читцу, к раки, кто занимается рухияту шар'ия, к этим, чтобы сходили. Прежде всего хочу у вас у всех, чтобы поделитесь этим роликом и напишите свои мнения в комментариях, чтобы люди поняли и много не задавали этим вопросом. После того, как поженят, бывает то, что проходит пару месяцев, и человек разводится с этим человеком, со своей женой. Почему? Потому что она была заколдована, или ей сделали сихр, или порчу, или у нее есть влюбленный джин, то, что он не входит, а этот парень не может к ней приближаться. Из-за того, что у него есть влюбленный джин. Как он появляется в человеку? Прежде всего, вы должны своему ребенку воспитывать по правильным путем. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас воспитывал, и нам говорил, и нас обучал. И многие проходят, да, вот, так как не буду говорить, какие дни, то, что к нам приходят сестры с такими ногтями. И просишь у них, смотришь на них, то, что видно, то, что у него нету нура, то, что не делают намаза, субханаллах. Спросишь у них, сестренка ты моя, ты делаешь намаз? Конечно, говорю, в день 7 раз намаз делал, говорит. 5 раз намаз делал, говорит, тагаджуд читаю, еще как бы восход солнца, говорит, тогда еще намаз делаю. Субханаллах, смотришь на них, хочется сказать, что ты врешь, сестренка, тебе не стыдно. Но если человек совершил бы намаз, не пропустил бы, то ему не действовал бы сихр и не вошел бы в ней джин. Поэтому предлагаю всех, прежде чем сделать засватать кого-то или сделать никах, пусть жених пойдет к какому-нибудь учителю, чтобы вы прочитали, очистил себя, и также невестка, чтобы сходила. В день даже более 10 человек звонит, говорит, вот такие проблемы, что нам делать? Или парень приходит, говорит, я уже 2 года как бы женат, даже ни разу к ней не приближался. Вот такие ситуации очень много, и очень много обращаются к нам. Бывает то, что устаешь, объясняешь одно, говорит свое, объясняешь одно, говорит свое. Но говоришь, брат, читай намаз. Говорит, без намаза нет варианта, субханаллах. В первую очередь это намаз. Делай намаз. Тогда Аллах субхану тааля тебя поможет. Когда ты забываешь про Аллаха, Аллах также забудет про тебя. Как Аллах субхану тааля говорит в Коране, насуллаха фанасихум. Те, кто забыли Всевышнего, Аллах забыл про них. Поэтому и таких ситуаций очень много бывает. То, что теща выбирает невестку, и у них проходит сколько-то месяц или там годами проходит, и у тещи появляется ненависть к своей невестке. Потом делает порчу. В Аллахе много видел то, что тещи, когда то есть сын живет счастливо со своей женой, а теща не хочет этого, делает сихр, порчу, чтобы они развелись. Субханаллах. Вы не забудьте то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Ман ата аррафан. Кто идет к этим колдунам, гадалкам? Фасадака бима якуль. То есть, подтверждая то, что он правильно говорит, или она, факад кафар бима унзиля Мухаммад. Воистину то, что он стал неверующим. То, что исполнено было пророк Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Дунья не так уж много, субханаллах. Мы прожили почти что 90% своей жизни. Мы не знаем, когда мы умрем. Ома тадри нафсу ма тексибу гада. Мы не знаем завтра, что мы будем делать. Ома тадри нафсу айярдин тамут. Мы не знаем, в какой
земли, в какой края земли мы умрем. Аллах Субхану Тааля это говорит в Коране. Субханаллах. Куллю нафси даихатул маут. Каждая душа вкусит смерть. Аллах Субхану Тааля. Каждая душа вкусит. Мы все умрем. Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте: «Ваттаку яуман турджауна фихи илаллах». Бойся тот день, когда ты возвращаешься к своему Господу, к своему Аллаху. Тогда что будешь отвечать? Аллах Субхану Тааля говорит: «Икра китабака кафа бинафсика льяума алейка хасиба». Прочитай свою книгу, что ты написал, что ты совершал, все она будет. Все выйдет. В листочке, в книге, ты его будешь читать. Аллах говорит в другом аяте сурату Ясин: «Аль-яума нахтиму аля афвахихим, ва тукаллимуна айдихим, ва ташхаду арджулухум бима кану яксибун». Аллах говорит, в тот день, когда мы закроем ваше рот, нахтим, то есть запечатаем ваш рот, чтобы он не оправдывал. «Аль-яума нахтиму аля афвахихим», ваша рта будет закрыта. «Ва тукаллимуна айдихим», ваши руки заговорят, будут говорить, что они делали. Будут свидетельствовать ваши ноги, то, что куда ходили и что делали, что натворили. Поэтому, как пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Иш фи дунья кааннака гариб ау абри сабиль». Живи в этом дунья, в этом мире, как мусафир, как путешественник. Или как кто проходит с этой города до другого города, как проезжающих, как транзитом, субханаллах. Должны так жить в этом мире, субханаллах. Не нужно думать о вечных. Многие братья забывают про своих братьев, которые они нуждаются в их помощи. У всех смысл то, что построить дома, построить там коттеджи, устроить шикарную жизнь. Не забудь то, что Аллах может сделать для тебя испытание, то, что перевернуть это все и сделать тебя бедным, таким же нуждающим. Инна Аллах аля кулли шайин кадир. Аллах, воистине то, что Аллах всемогущий, может это все сделать. Поэтому, пока Аллах Субхану ва Тааля не сделал для нас какое-то испытание, мы должны осознать свои ошибки, исправлять свои ошибки, помогать своих братьев и сестер, которые не нуждаются в нашей помощи. И многие братья проходят, поздно время, субханаллах, иногда в 10, в 11 проходят, говорит: у нас сегодня выходной. В 11 ночи ты пришел. Какой день у тебя выходной? Постарайся как-нибудь реши мой вопрос, прочитай меня. Бывает то, что устаем очень сильно. Даже когда один человек изгоняет одного джинна, одного человека прочитает, изгоняет с него джинна, такое ощущение, то, что как будто бы ты работал 3 дня круглосуточно, работал в стройке, так же устаешь. Думаю, то, что это легко. Конечно, в словах легко. И многие говорят то, что мы ходили к многим чтецам, нам не помогло. Почему вам не помогло? Потому что, во-первых, вы не цените этому чтецу. Во-вторых, у вас нету айбада. В-третьих, нужно оценивать этому чтецу, так как полагается, как вы оцениваете певца. Тогда Аллах Субхану Тааля поможет нам и вам. Фи аманиллах, не забудьте сделать дуа для нас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Hazala savol. Odamlar ki zam میزنن قرض می‌پرسن چی میگه هوا قرض؟ کی میپرسن؟ همین ofis. سبحان الله. قرض ما خدم راستش ایلوبلینا قریب 2 میلیون قرض دارم. مغازه میگم مغازمون برباد رفت. قریب 2 میلیون قرض دارم. یک زنگ نمیزنه بپرسه که خورید در چی حالی؟ در چی احوالی؟ چی خدمت کنیم؟ یابون باشه. یعنی کسبین خیلی خدمت کنه، یعنی ما میگیم ماشاءالله. با حضرت سوال دیگه این است که یا خیلی دامو وقتی که تو پرابلم میشه تو زم مثلا تو میپری میره پیش پدر مادر خیر مثلا پرابلم خدمتی برادرایی که هستن نمره ما رو مثلا میومن یا که office زم میزنن یا که فرق داره زم میزنن office میگن که نمره قرار ایمینه خود چپته میگه که برادر مثلا که خیلی پرابلم وقتی رفتگی زنی تا تلفنشو نمیگیره خیلی برای چی با رکلام میکنن یعنی یکمش که ما رکلام نکردیم دیمش که در یگون جا گفتگی نیستم که یعنی بیاین من میخونم تونا در یگون ویدیو گفتگی نیستم و با قدر امکان هر آن چیزی که دست میآید
میکنم با چی خاطر یعنی رقما ما نمیتم هرچی گپ کی یعنی سوالای بیعقلانه میکنن یک سوال 10 بار میگن و سوال بیعقلانه که میکنن اصابم خراب شده بسیار مونده شده هستم یعنی طول یک سال خودم ده همه رقما جواب میدم ده همه سوالا و مونده بچیدم و بگم انسان همین جا که باشم جواب میتونم ده همه سوالاشو الحمدلله وقتی پدر مادر وقتی پیش پدر مادر میره میخوای با همراه اونها باشی و زنگ میزنه تلفن پستایانه بزوکای زنگ میزنه نیورده با قرض میگه چه نیورده تلفن تا از همون سبب یعنی در اینستاگرام بنویسن قاری صراحه بنویسن میبرویم اینستاگرام بنویسن جواب میدم ان شاء الله به قدر امکان در اینستاگرام میام کس نمونده به سوالش جواب نگرفته نمونده یعنی سوالایی که عقلانه هستن سوالایی که منفعت برای خودت هستن یعنی از سوالای برای حجامه باشه برای باید بر قشر باشه ان شاء الله جواب میدم سوالایی که دیگه منطقی یا متماتیکا یا سوالای فیزیکا و دیگه این سوالا نتیم یا که بعضی روزا مثلا که چخیل ماشین بخریم یا که بعضی مثلا چخیل منزل زگیرون کنیم بعضی روزا مثلا چخیل رکلام چخیل بانی راست کنم این سوالا را یعنی پیش ما نتیم یعنی ما وقت نداریم برای این سوال جواب دادن فی امان الله در امان الله باشیم